Далекие-предалекие времена на берегах славного моря Байкала было очень тепло. Росли здесь большие невиданные деревья и водились огромные звери, гигантские носороги, саблезубые тигры, пещерные медведи и косматые великаны, мамонты. Протяжные трубные звуки мамонтов сотрясали горы. Мамонты считались самыми большими и могучими среди всех зверей на земле, но по натуре своей они были скромными и миролюбивыми. И только один из прибайкальских мамонтов отличался крутым нравом, непомерным бахвальством и заносчивостью. Ходил он всегда в одиночку, важный и горделивый, и горе было тому, кто встречался на его пути. Зверей поменьше он хватал своим длинным хоботом и закидывал в кусты, а тех, кто был покрупнее, он поддевал толстыми бивнями и бросал озимь. Ради потехи хвастливый мамонт вырвал с корнем гигантские деревья, выворачивал огромные валуны и загромождал речки, бегущие в Байкал. Не раз вожак мамонтов пытался урезвонить хвостуна. «Опомнись, строптивый, не обижай слабых зверей, не губи зазря деревья, не мути речки, иначе тебе не сдобровать!» Выслушал зазнайка старого мамонта, а сам продолжал делать по-своему. А однажды и вовсе разошелся. «Да что ты меня все учишь?» – заревел он на вождя. «Что ты меня пугаешь? Да я здесь самый сильный! Да я, если хочешь, не только эти! Я весь Байкал закидаю камнями, стлом на лужу!» Ужаснулся вожак, замахали на хвостуна хоботами остальные мамонты. Ворохнулся и Байкал, окатив берег волной и схоронив в седых усах недобрую улыбку. Но ничего уже не видел мамонт. Разбежался он, вонзил свои бивни в скалу, приподнял ее, чтобы бросить далеко в море, да вдруг скала сделалась тяжелой-тяжелой. Надломились от непомерной тяжести бивни и вместе со скалой рухнули в воду. Заревел тут от горя мамонт, протянул длинный хобот к воде, чтобы достать свои бивни, да так и застыл, окаменев навеки. С тех пор стоит на берегу Байкала огромная скала, нависла над водою, словно хобот. И теперь люди так и называют ее — скала-хобот.